внизу, передо мной, пестреет чистенький новенький городок. Шумят целебные ключи, шумит разноязыкая толпа. Весело жить в такой земле. Какое-то отрадное чувство разливается во всех жилах. Было бы странно, находясь на Кавказе, хотя бы ненадолго не почувствовать себя Печориным. И тем не менее, это программа «Планета собак». Здравствуйте, мы в Пятигорске. Находясь в этих местах, избавиться от постоянного присутствия Лермонтова просто невозможно. Да еще и в непосредственной близости от знаменитого Большого провала. Помните, как описан провал в «Герое нашего времени»? Вечером многочисленное общество отправилось пешком к провалу. По мнению здешних ученых, этот провал – не что иное, как угасший кратер. Он находится на отлогости Машука, в версте от города. К нему ведет узкая тропинка между кустарников и скал. Взбираясь на гору, я подал руку княжне, и она ее не покидала в продолжении целой прогулки. Во времена Лермонтова еще не было туннеля, ведущего к озеру. Туннель появился только спустя 20 лет. Открытие состоялось в июле 1858 года. А 23 августа того же года состоялось торжественное освящение грота епископом Кавказским Игнатием. Вот что по этому поводу писали тогда газеты. После погружения креста в воду и окропления стен провала святой водой на северо-западной стене против входа был поставлен образ скорбящей Божьей Матери, к которому устроен деревянный мостик с железными перилами. Сразу после открытия туннеля в Малахитовом озере начались купания. И уже совсем скоро Пятигорск наводнили слухи о целительной воде провала. Неудивительно, что после этих рассказов больные стали стекаться к провалу. И уже в 20-е годы прошлого столетия провал и Малахитовую лужу, так назвали горное озеро Ильф и Петров, посетил еще один легендарный персонаж. Остап остановился у входа в провал и, трепля в руках квитанционную книжку, время от времени вскрикивал: «Приобретайте билеты, граждане, 10 копеек, дети и красноармейцы бесплатно, студентам 5 копеек, не членам профсоюза 30 копеек». Планета собак – это необыкновенное путешествие по собачьему миру. Сколько на планете пород? Столько же стран, городов, областей, островов. В нашей программе мы рассказываем о собаках и собачьей географии. В Китае мы рассказывали вам о тибетских мастифах. Во Франции, в Пиренеях, о пиренейской горной овчарке. В Таврических степях мы обязательно вам расскажем о южно-русской овчарке. Но сегодня мы на Кавказе. И рассказ наш будет о кавказских овчарках. Так получилось, что у меня множество друзей и добрых знакомых, чьей родиной является Кавказ. И меня всегда интересовали две вещи: где лучше всего танцует лезгинку и где именно появилась кавказская овчарка. Любопытно, но все мои знакомые аджарцы, чеченцы, грузины, карачаевцы, кабардинцы, аварцы, в общем, все уверяли меня, что лезгинку лучше всего исполняют у них. Вы не поверите, но тот же ответ я получил и относительно собак. И что же здесь делать? Куда ехать, чтобы докопаться до истины? На помощь пришел мой друг, между прочим, тоже уроженец Кавказа. Этот человек очень хорошо разбирается как в людях, так и в собаках. Он сказал: не важно, куда ты отправишься, важно, чтобы ты показал любовь, мудрость и не забыл о традициях. Вот такое я и получил напутствие. И мне кажется, я не ошибся. О нашей героине Лене Афанасьевой хочется рассказать особо, потому что Лена человек удивительный. По образованию она дизайнер интерьеров, а по характеру настоящий подвижник. Вот уже много лет она занимается разведением кавказских овчарок, пытаясь развеять миф о невменяемости этих собак. А такой миф существует. И доказать всему миру, что кавказцы – собаки с очень устойчивой психикой, уравновешенные, миролюбивые, собственно, такие, какими и должны быть настоящие пастухи. Кавказская овчарка – это так называемая порода народной селекции. Человек ее специально не выводил. Облик этой собаки слеплен этими горами,
этой степью, этой землей. Кавказская овчарка вообще собака очень интересная. И, если честно, мне больно, когда их называют бойцовыми. Ну, начнем с того, что вообще в кинологии определения бойцовой собаки как таковой нету. Да, здесь на Кавказе, в Средней Азии, кавказских овчарок, среднеазиатских овчарок используют на боях. Но, в принципе, для породы это неправильно. По одной простой причине. Во-первых, собака, которая выставляется на боях, как правило, отару пасти не может, потому что у нее ярко выраженная агрессия ко всему. Это первое. Второе. Эти собаки с волком в единоборство могут не вступить, потому что привыкли сражаться с себе подобными. И еще, если собака проявляет агрессию на другую собаку, как правило, к человеку, она относится очень спокойно и миролюбиво. А кавказская овчарка, в принципе, должна охранять скот, территорию, дом, как от волка, так и от человека. Но именно охранять. Как ни странно, охрана и агрессия – вещи несовместимые. Пошли, мои хорошие. С кавказскими овчарками в основном скот не пасут, они его именно охраняют. Потому что, в принципе, масса у этих собак очень большая. Собака, которая именно пасет стада, она нарезает бесчисленное количество кругов вокруг этих баранов, тратит безумное количество энергии. А с кавказскими овчарками, в принципе, такие номера не проходят. Они очень экономично относятся к любым энергозатратам, к любой работе. Эти собаки предпочитают как можно дольше полежать в тени, отдохнуть. Все дело в том, что их нельзя назвать ни в коем случае ленивыми. Они просто не терпят излишней суеты и беготни. Надо сказать, что споры о месте происхождения этих собак не прекращаются уже много лет. Связано это прежде всего с внутрипородными различиями. Вот, например, в Грузии кавказцы массивные, высокорослые, с удлиненным корпусом. В Армении же легкие, квадратного формата. В Азербайджане вообще различают два типа – горный и низинный. Есть свой тип кавказской овчарки в Дагестане, Чечне, Кабарде. А вообще я слышал, что разновидностей этих собак так же много, как и народов, населяющих эти горы. Пошли. Говорят, гармония, гармония. Вот человек, который живет в гармонии с самим собой, с окружающим миром. Это правда. Лен, как же я вам завидую. А вот по-хорошему, по-доброму, я думаю, сейчас наши друзья тоже, которые смотрят нашу программу, да. Оставайтесь, восхищаются. И оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. И вместе будем пасти. Ну вот щенок пока еще теряется. Вот когда он работает со своей семьей, где есть мать, отец, тетки, совершенно другая будет работа собаки. Сейчас она не знает, то ли атаковать человека, то ли все-таки его побаивается. Поэтому эти собаки удивительно живут в стае, друг друга поддерживая и зная, что у них всегда есть тыл. Если нет агрессии по отношению к владельцу или поползновения на частную какую-то свою территорию, они очень спокойны. Вы посмотрите, какое подтверждение я получил сразу же. Как только я приблизился к хозяйке, и хозяйка сказала, если я не буду проявлять агрессию, то все будет в порядке, собака поменялась на глазах. Вот для меня это просто какое-то волшебство. Поцелуй Гришу, а маму поцелуешь? И мои любимые кавказские овчарки.
Не могу сказать, что муж Лены Афанасьевой без ума от многолетнего увлечения своей жены. Скажем так, он относится ко всему с добротой и смирением и помогает ей во всех начинаниях. Они давно уже переселились в маленький дачный поселок, оставив квартиру со всеми удобствами. И живут сейчас без всяких удобств, даже без электричества. Но в какой, скажите, квартире способны разместиться 34 собаки, а еще овцы, козы, куры и прочая домашняя живность? У кавказской овчарки очень простая философия. Свой – это хороший, чужой – плохой. А вот Лена, воспитывая своих кавказцев, сохраняя их охранные качества, по мере сил борется с этой философией. И для ее собак чужой не означает плохой. Вот ответ на вопрос, почему мы приехали сюда. По поводу кавказских овчарок, вернее их характера и темперамента, очень много разговоров и споров. С одной стороны, у этих собак не очень хорошая репутация в плане агрессивности, что они должны быть достаточно агрессивны к людям и так далее. Но с другой стороны, мы забываем о том, что человек, нормальный человек, никогда не будет проявлять беспричинной агрессии просто так, когда он только видит человека. Если он начинает как-то себя вести недружелюбно или агрессивно, тогда да, тогда мы можем выказать какое-то неудовольствие. То же самое, так утверждает Елена, и я в этом ее целиком и полностью поддерживаю. Точно так же себя должна вести собака. Если я пришел с открытой душой, если я пришел с миром, в принципе, равно как человек, так и собака, они будут вести себя спокойно, сдержанно, дружелюбно. И вообще, на мой взгляд, большая собака, она не может быть агрессивной по сути. Большое не может быть злым. Большое именно с высоты своего роста, своей физической силы, с высоты своего превосходства. Оно должно быть снисходительным и добрым. Да. Вот как эти замечательные собаки, кавказские овчарки. И вот еще одно доказательство, между прочим, абсолютной, извините за это слово, вменяемости кавказских овчарок. Вы посмотрите, как они спокойно в своем вольере относятся к другим собакам. Давай догоним, давай. Давай, лови ее, лови. Давай, загоняй ее. Да не меня, а ее! Стоять! Лен, что случилось с этим парнем? Ну, этот парень его привезли не в самой лучшей форме, конечно. В свои 4 года он оказался ненужным псом, хотя имеет очень серьезные, казалось бы, титулы. Юный чемпион, чемпион России. И вот эта собака попадает к нам и говорят нам: заберите, или мы его выпустим в прерии. Ну что, было, конечно, страшновато. Все-таки парень-то взрослый. Честно сказать, захожу и думаю, либо сейчас пойдет на меня. А оказалось, нет, он точно так же уткнулся в колени и сказал: ну что, будем жить? Я говорю: неужели тебе так плохо, пес, жилось? Ну и вот, теперь этот парень наш, и теперь мы ждем от него. Первые дети уже есть. Да. А покажете? А как же? Григорий, если бы вы видели, какая это была любовь сумасшедшая. Я тут не нужна была абсолютно. Друзья, вот вы знаете, правда, у собак есть любовь. Когда мы говорим, что у собак нет ничего, кроме условных и безусловных рефлексов, как же вообще ошибаются эти люди, которые так утверждают? У собак есть не только привязанность к человеку, предположим, как к вожаку, а есть настоящие чувства, теплые, нежные по отношению друг к другу. Ну хорошо, я не буду тебя трогать. Хорошо. Вот, кстати говоря, очень интересный тоже момент. Сейчас я перешел какую-то грань. Какую, я еще не понял. И собака, вместо того, чтобы там укусить меня, там как-то проявить агрессию, собака просто сказала мне: отойди, не мешай. А теперь я понимаю, почему мне так сказала эта замечательная псина.
Ей хотелось пообщаться поближе с ее хозяйкой, с ее любимой, дорогой, ненаглядной Еленой. Вот видите, мы можем смотреть друг другу в глаза, говорят, Кавказу нельзя смотреть в глаза. Посмотрите. Мы просто с ней общаемся. Вообще, нужно сказать, что Кавказа никогда не нужно принижать. Его нужно поднимать до своего уровня. Да, моя рыбка? И вообще они не очень любят муштру, да? С ними нужно просто разговаривать, так как мы с вами общаемся. Так, а что у нас здесь? Здесь у нас детки маленькие. Вот это да. Лена, можно зайти? Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. Здравствуй, мой хороший. Здравствуй. Здравствуй. Я не обижу ни тебя, ни твоих детей. Я просто посижу здесь. Здесь чудо. Этим щенкам 3-й день. Да, как у тебя дела? Я не буду прикасаться ни к твоим детям, ни к тебе. Я просто посижу здесь и посмотрю. Когда еще увижу новорожденных кавказских овчарок? Ну вот согласись. Да, мой хороший? Девочка милая, можно я возьму одного твоего ребенка? Можно? Да? Ох ты, какой же ты маленький. Да, да, да. Да, твой ребенок, да. Какой же ты маленький. Взрослая кавказская овчарка весит до 70 килограмм. А щенята рождаются где-то грамм по 400, по 500. И вот потом вырастают в таких гигантов. На. Вы себе представьте, насколько эта собака должна доверять своему хозяину, чтобы впустить сюда абсолютно незнакомого человека. Вот просто представьте себе. Глядя на эти пушистые шарики, невозможно представить, что кавказские овчарки использовались на военной службе. Первыми их начали использовать турки в середине XVIII века, во время войны с Россией. Предназначались эти собаки для охраны гарнизонов от внезапного нападения. Полезный опыт практически сразу переняла и русская армия. Особый указ по этому поводу издал главнокомандующий князь Василий Михайлович Долгорукий. Вот смотрите, 2 кобеля готовятся на кошару, на работу. Потому что, как бы, хорошо, конечно, когда животных показывают на выставке, но все-таки... Но собака должна работать. Работать. Поэтому по просьбе владельцев, будущих, да, мы купируем сразу не только уши, но и хвост. Это обязательное условие купирования хвостов и ушей. Вообще, это происходит буквально в первые дни жизни щенка. И для чего это делается? Если когда-нибудь этой кавказской овчарке придется встретиться с волком и вступить с ним в единоборство, чтобы волк не травмировал самые уязвимые места у собаки, это хвост и уши купируют. Вы знаете, друзья, очень давно хотел вам рассказать одну вещь. Существует такое заблуждение. При выборе щенка нужно обязательно посмотреть ему небо. Если небо темное, значит, щенок будет в будущем сильный и агрессивный. На самом деле это совсем не так. Если небо темное, значит, как правило, маска, то есть это вот эта вот часть мордочки, она тоже темная. И такая пигментация ни о чем не говорит. И уж точно не говорит о характере будущего защитника, да, мой хороший? Характер можно чем прогнозировать? Конечно, родительской парой. Конечно. Есть 2 версии, которые проливают свет на происхождение кавказских овчарок. По канонической, эти собаки произошли от так называемых тибетских догов. В Китае их называли тибетскими травильными собаками. Первые упоминания о них относятся к
1121 году до нашей эры. Именно тогда одну из таких собак подарили императору из династии Джоу. Но есть и вторая версия. Вообще, с кавказскими овчарками очень много тайн и загадок. Так вот, по поводу второй версии. Есть свидетельства, изображения кавказских овчарок, вернее, собак, очень похожих на кавказских овчарок, которые охраняли города и крепости такого государства, как Урарту. Оно располагалось здесь, на Кавказе. Его центр был на территории современной Армении. И, внимание, расцвет этого государства пришелся на 7 век до нашей эры. То есть можно предположить, что эти собаки уже тогда здесь, в 7 веке до нашей эры, были на Кавказе. Ну и что вы на это скажете? Кто древнее, Тибет или Кавказ? Ох уж этот воздух казачьей вольницы. Как же он пьянит душу. И опять вспоминается Лермонтов. Помните старая казачья песня? «Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю, тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою. Сам узнаешь, будет время бранное житье, смело вденешь ногу в стремя и возьмешь ружье. Я сидельце боевое шелком разошью, спи, дитя мое родное, баюшки-баю. Богатырь ты будешь с виду и казак душой. Провожать тебя я выйду, ты махнешь рукой. Сколько горьких слез украдкой я в ту ночь пролью. Спи, мой ангел, тихо, сладко, баюшки-баю». Но вернемся к нашим кавказцам. Эту породу вылепил не человек, а сама природа. Да, вот эти горы, эти степи, эти травы, камыши, реки. О преданности этих собак ходят легенды. Кавказская овчарка – это собака одного хозяина. Все дело в том, что на длительных перегонах эти собаки общаются исключительно с чабаном и больше людей не видят. Поэтому даже самое незначительное по времени расставание со своим любимым хозяевом эти собаки переносят очень тяжело. Коник, иди к своей хозяйке. Иди, мой хороший, иди. Для непосвященного человека эта картинка может показаться либо шуткой, либо просто удалой выходкой. Но на самом деле это насущная необходимость. Все дело в том, что хозяин кошары – настоящий терский казак, фермер и прекрасный человек Геннадий Братков вынужден загонять своих коров и овец самостоятельно при незначительной поддержке своего механического друга. На Кавказе совсем нет пастушьих собак. Есть собаки, которые охраняют стада от хищников, четвероногих и двуногих. А вот собак, способных пригнать стадо с пастбища, увы, нет. Помните, я рассказывал вам о сербских низинных овчарках, способных в одиночку загонять отару в 100 и 200 овец? Вот бы такую овчарку Геннадию Браткову. А вообще, он признался мне, что мечтает завести 2 собак породы бордер-колли. И тогда уже не придется мотаться по склонам гор на машине, изображая из себя пастушью собаку. А разводит Геннадий Братков не только коров, овец, коз, но и яков. Занимается настоящей селекционной работой. Хочет получить потомство от коровы и яка. Но пока он только в самом начале пути. Мы стояли и разговаривали. Садилось солнце. И в который раз я понял, как далеки мы, обитатели железобетонных кошар и асфальтовых пастбищ, от настоящей жизни. Как легко выпускать нас на выгул и возвращать обратно. Как много суетного и мелочного в нас. Мы давно уже позабыли, что такое настоящий свет и настоящее тепло. Но когда хотя бы на несколько минут ты вдыхаешь настоящий воздух свободы, вот тогда и начинаешь видеть все своими глазами.
прощаемся с Пятигорском, с этим замечательным местом под названием Кавказ. К сожалению, мы вынуждены проститься и с нашими новыми друзьями, и с этими замечательными собаками, кавказскими овчарками. Про этих собак говорят, что это не слуги, это друзья. И в этом они очень похожи на людей, которые здесь живут. Ведь собаки – это правдивые зеркала, в которых отражаются наши характеры, поступки, достоинства и недостатки. Девиз нашей программы – хотите лучше узнать людей? Побывайте на нашей замечательной планете собак. До свидания. Пока.